Следующий период развития российского кино – это годы революции и гражданской войны. Пролетарское искусство должно было назвать высокохудожественным, но, тем не менее, оно вызывало интерес даже за рубежом. Одно из ярких русских имен, которое вошло в историю мирового кинематографа, имя Сергея Эйзенштейна, автора фильмов «Броненосец Потемкин» и «Октябрь». Идеология мировой революции вызывала тогда живой интерес у всей мировой общественности. А коротко о главном нам расскажет Маевский Ян, наш гид и экскурсовод в киноиндустрии. Конец кино, погас экран, зритель покидает зал, но точно не покинет фильм, тот его всего объял. Море новых чувств и мыслей льется словно через край. Стоит только вдохновиться, дальше сочиняешь сам. Каждый крупный план, каждый диалог предоставит ключ и замок. Читай между строк, сюжет это дело тонкое, будто бы восток. Так что ты поглубже копни, чтоб понять исток. Кинопленка ведь словно жизнь между людьми на земле. Посмотри, как я живу, спасибо, батя Любе. На машине времени так пролетел много лет. Видел, человек был под водою и на луне. Дало искусственность, дай и искусство. Снимай искусно автогениальное безумство. Ты даришь людям чувство силы идти вперед. И твой инструмент чудес, великое кино. Падает как надо свет, декорации в порядке, оператор за прицел. Все актеры на площадке, начался уже процесс. Все движения и порядки, первый дубль, самоцель. Но не для искусства, правда, пусть конечный результат будет тем, что ты хотел. И пускай и стар, и млад будет рад это смотреть. Это тяжело, ты прав, но далось сомнение. У тебя всегда есть шанс, так оставь наследие. Старый новый фильм, тысячи слов. Кажется, что-то свое может найти. Столько разных комбинаций и ходов. Думать точно будешь дольше, чем идти. Это жизнь, пускай она и за экраном. Это шанс всем показать свои таланты. Это просто чей-то опыт. Теперь он твой, он вдохновляет рисковать. Конечно же кино. Здесь борьба добра со злом, испытания и дилеммы. Здесь история веков, актуальные проблемы. Там новаторский подход, тут классические схемы. Здесь художник языков, разноплановые темы. А в ответ на это все уважение и признание, номинации и шоу. И, конечно, подражание, правда, это все ничто по сравнению со сознанием. Как художник ты растешь, расширение сознания. Это киноиндустрия, будто университет. Каждый жанр кинофильма это чей-то факультет. И на каждом курсе есть эта классика. Навье номер курса мой один, как Оскар у Ди Каприо. Сколько фильмов уже снято, скольким суждено родиться. Сколько молодых талантов так обязаны развиться. Время на все даст ответ, и пускай он будет полный. А пока и давай беречь то, что у нас есть сегодня. Старый новый фильм, тысячи слов. Кажется, что-то свое может идти. Столько разных комбинаций и ходов. Думать точно будешь дольше, чем идти. Это жизнь, пускай она и за экраном. Это шанс всем показать свои таланты. Это просто чей-то опыт. Теперь он твой, нас вдохновляет рисковать. Конечно же кино. Эй!